Горбуша 250 с головой есть и 280 без головы. Впрочем, в отдел морепродуктов можно заходить смело. Здесь цены не кусаются. И, как отметили сотрудники Роспотребнадзора, продукция свежая и соответствует всем нормам. Единственный недостаток этих прилавков – отсутствие ценников. Почему ценников нет? Здесь обязательно на рыбу надо наклеивать ценники. Стоимость на морепродукты здесь поднимать не собираются, да и в глазах своих клиентов падать не хотят. Если же торговцы овощного рынка сетуют на поставщиков, то продавцы отдела рыбы признаются, что им все привозят по старой цене. Руководство рынка С года в год жители республики сталкиваются с необоснованным повышением цен на продовольственные товары. Ведь именно в этот период люди в больших количествах закупают все для праздничного стола. Обновляют убранство дома, проводят строительные работы во дворе. Есть действенная мировая практика в преддверии крупных праздников устраивать акции, делать скидки на товары широкого потребления, в том числе и одежду. Но, похоже, наш продавец о возможности порадовать собственного покупателя даже не думает. Да и граждане особо на это не рассчитывают, лишь бы цены не взлетали вверх. А вот за этим уже следит рабочая группа, созданная по поручению главы региона и единороссы. Проверяют не только местных предпринимателей, но и тех же поставщиков. Так, к примеру, после сегодняшнего рейда среди оптовиков, занимающихся овощами и фруктами, общественники нарушений не выявили. Хотя это святое время для всех мусульман. Во всем мусульманском мире снимает цены, но у нас почему-то находятся такие, как бы сказать, такие люди, которые хотят временно нажиться на этом, вроде повышенные. Но таких резких повышений нету. Но мы сейчас говорили с оптовиками и сказали, это указание главы республики, ни одного оптовика, который поднимает цену на территорию рынка, не запускать. Это мы указали руководству рынка, и в дальнейшем, я думаю, мы будем делать эти проверки. Повторная проверка будет. Еще, пользуясь случаем, я бы хотел обратиться к жителям нашей республики. Если на течение этого святого месяца Рамадан, если будут повышены цены, обратиться или можно в региональный исполком партии донести любую администрацию, мы выйдем, проверим и делаем все возможное, чтобы цены не поднимались. А вот в отделе птицы клиентов ждет небольшое разочарование. До праздников еще есть время, а цены уже завышены. И это не личная прихоть предпринимателя, а смекалка поставщика, который решил просто подзаработать к праздникам. Так ли оно в действительности, будет выяснять администрация города. Поставщикам птицы придется отчитаться. Мы завтра с утра придем, посмотрим оптовики с администрацией рынка. Мы сегодня договорились, представитель с администрацией рынка и с администрацией города. Будем контролировать оптовые цены кур. Пока одни следят за ценами, другие проверяют наличие ценников. Роспотребнадзор в ходе этой поездки успел пообщаться с торговцами и выявить ряд нарушений. В некоторых местах отсутствуют ценники на продукты питания. Дали указания администрации рынка, чтобы это нарушение уже быстро на месте сразу же устранили. Как мы видим, уже сами продавцы уже пишут эти цены, устанавливают цены. А так, пока некачественная продукция не обнаружена, мы будем это проводить контроль дальше. Этот контроль будет вестись. Нам дано поручение, как всем известно, главы республики, чтобы усилить этот контроль, чтобы на рынок не допускалась некачественная продукция. Рабочая группа также не забывает о правах предпринимателей и лишний раз напомнить работникам администрации рынка о поручении главы региона. Мнения насчет причины повышения цен везде разделились. Кто-то говорит, что стоимость увеличил поставщик, кто-то из продавцов сам проявил инициативу. Где-то цены остаются прежними, а на некоторые продукты сделали несущественную наценку. В любом случае, эти скачки лучше всех чувствует покупатель. На некоторых повысилось, на некоторых не очень. Это в основном на 100 но кондитерские изделия я не скажу, там и бомба. А так фрукты, сильная разница. 15-20%, наверное, я так думаю. Но сегодня клубника была не очень дорогая.
Нормально дышам, пока хамдахцвин. Алхамдулиллах, мархаш дал кабул до, догдилаш халт, что ирздос, беркет ехалт. Большинство подтверждает, что особой разницы в цене пока не замечают. Какие изменения ждут в дальнейшем, покажет время. В свою очередь, единороссы продолжат мониторинг дома Архаш. А жители надеются, что хотя бы в этом году праздники не нанесут серьезный урон их кошельку. Диана Дударова, Зураб Гайтов, Новости 24.